В Иорданию Мурат Зязиков встретился с министром по делам религии Иордании Абдул-Фаттах Салахом. Во время встречи Абдул-Фаттах Салах познакомил главу Ингушетии с уникальной экспозицией музея мусульманских святынь, где собраны документальные свидетельства истории развития ислама. В беседе с президентом Абдул-Фаттах Салах отметил, что ему очень симпатизирует тот факт, что Ингушетия является единственным субъектом Российской Федерации, где в школах преподают основы ислама. На встрече обсудили вопрос о сотрудничестве и помощи социально незащищенным слоям населения в Иордании, где находится значительное количество беженцев, так и в Ингушетии. В этом помещении, которое относится к ведению моего министерства, мы рады, что вы посещаете нас в это благословенное утро. И делегацию, сопровождающую вас, господина посла. Министерство вакуфов осуществляет различную деятельность. ويستدل عليها من الاسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. Об этом можно судить уже по названию. Министерство вакуфов и по исламским делам и исламским святыням. فهي تعنى بالإنسان تربية وتوجيها. И мы осуществляем здесь и преподавание, и исламское образование. وتعتني بالأرض الوقفية تنمية واستثمارا. Мы также ведем развитие вакуфного хозяйства, осуществляем инвестиции в него. Потом мы кураторствуем над исламскими святынями. Я хотел бы вам, господин президент, передать вот текст на русском языке амманского послания, которое было озвучено по указанию Его Величества в ночь предзнаменования в священный месяц Рамадан 2004 года. И это послание получило высокую оценку во многих частях земли. Высокую оценку тому, как освещены и как подняты те основные проблемы, которых касается данное послание. Спасибо вам, что вы нас посетили. Спасибо вам за приглашение. Ана ашкурку ма'аль вазир аля да'ва. Очень добрый такой диалог. Вы действительно подчеркнули, что ислам демонстрирует мир, согласие, что это мировая религия, которая призывает к добру. صحيح أشرتم إلى أن الإسلام هو دين السلام والتسامح وأنه يدعو إلى الخير. Я с огромным удовольствием прочитал это послание. До приезда в Иорданию я уже был знаком. أنا اطلعت على هذه الرسالة قبل وصولي إلى الأردن فأنا فرحت بمحتوياتها. В этом послании сказано, что любой мусульманин, любой человек должен относиться к людям любой веры, любого вероисповедания так, как он хотел бы, чтобы относились к нему. Послание, оно побуждает к согласию, к миру, к толерантности. Для нас это очень актуально. Наша страна всегда была многонациональная и многоконфессиональная. Владимир Владимирович Путин говорит, что должен быть даиман маслахат, даиман должно быть согласие. даиман вифак, даиман сульх, ла яджиб ан якун бейн нас. Это не на словах, а на деле мы чувствуем и в регионах, вот в Республике Ингушетия. Для меня сегодня один из самых счастливых дней, потому что я посмотрел
вот ту экспозицию, я посмотрел أنا بعتقد إنه фотоисторию. اليوم يوم سعيد بالنسبة لي لأنه اطلعت إلى تاريخ Еще раз поблагодарить вас. أهلا وسهلا وإلى لقاءات قادمة إن شاء أود الله. أن أشكركم كمان مرة. Эта картина, ف это башня, я вам отдельно потом пришлю вместе с литературой. Есть у нас мечеть в этом селе. Это одно из самых старых таких построений. В 1908 году построенная мечеть. И я ее поддерживаю, и мы ее сегодня вот тоже отреставрировали. И мне было очень интересно слышать работы ваших коллег. Я для себя очень многое подчеркнул. مسجد قريتنا من سنة 1908 فنحن كمان نقوم بإعادة بناء بترميمات في هذا المسجد. Наше самое большое богатство у всех у нас, что у нас есть один Отец Небесный. يعني هو И мы гордимся тем, что он нас сегодня собрал и есть возможность общаться. Президент республики также преподнес Абдул-Фаттаху Салиху сувенирное издание о жизни республики и памятные подарки. это мы называем хашемитский Коран, он печатается нашим министерством. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Спасибо. Шукран джазилан. Спасибо. هذه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم Это письмо, макет письма пророка إلى هرقل Гераклию, التي يدعوه فيها إلى الإسلام. Ираклию, византийскому императору, в котором пророк призывает его перейти в ислам. أصل هذه الرسالة موجود كان عند جلالة الملك حسين رحمه الله. Оригинал этого письма хранился у его величества أودع في короля البنك المركزي. Хусейна. Сейчас он помещен в хранилище Центрального банка. أنا عمل نماذج عنها تقدم هدايا. И мы сделали вот эти макеты с этого документа, и теперь в качестве сувенира преподносим нашим дорогим гостям. Если вы видите, это такой староарабский шрифт и печать пророка. Министр по делам вакуфов и ислама преподнес уникальное издание Корана в знак уважения президенту Ингушетии. По завершении этой встречи глава республики в сопровождении господина Салаха посетил в Аммане главную мечеть Иордании имени короля Абдаллы II. Королевская мечеть редко оказывает честь приглашения иностранным гостям. Мурат Зязиков – один из первых, кто был принят в главной мечети страны. Во время встречи глава Ингушетии заявил: «Ислам – это религия мира, и Иордания на своем примере это убедительно демонстрирует». Глава Ингушетии встретил